Дорогие друзья, сегодня наша программа будет снова посвящена брошам. На этот раз мы будем изготавливать броши, украшать их именно вот из меха, из натурального меха, которым славится наша республика. Поможет нам разобраться вот в этой теме, как выбрать мех, как его подготовить, как вообще изготавливать броши меховые, технолог, дизайнер, преподаватель Вера Александровна Мыреева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши студенты изготавливают верхнюю одежду и не только верхнюю одежду, да, и в то же время вы их обучаете вот таким вот, на мой взгляд, это не хитрое, в общем, занятие, да, может справиться любая начинающая швея, так ведь, да? Да, совершенно верно. Позже мы поговорим об изделиях, которые шьют под, скажем так, руководством, да, под чутким руководством студенты колледжа. Замечательные изделия, мы это покажем вот в нашей программе. А сегодня мы будем изготавливать... давайте сразу покажем, да? Да, Давай конечно. вот переместимся. Вот у нас шубка здесь. Это работа. Расскажите, пожалуйста. Это дипломные работы наших студентов, конструктора-модельеры меховых изделий. Изготавливали из меха кролика вот такие интересные современные шубки, головные уборы. Очень красиво. И сегодня, на сегодняшнем нашем мастер-классе мы будем использовать отходы этого мехового производства, то есть совсем крохотные кусочки, из которых тоже можно выполнить, изготовить что-то интересное. В данном случае у нас броши. Броши можно выполнять из разных мехов. В данном случае у нас крашеный кролик. Вот это вот брошь из меха норки. Вот эти вот крашеный кролик у меня вот на груди. Это мех шиншиллы. Потребуется совсем минимальное количество материалов. И по времени это займет у нас минут 10-15. Даже для человека, который никогда не занимался шитьем. То есть эти броши может изготавливать как ребенок, так и вполне взрослый солидный человек. Даже тот, который никогда не держал иголки в руках. Что нам понадобится? Понадобится мех. Вот выбирайте для себя то, что вам понравилось. Единственное пожелание, чтобы мездра, то есть это вот эта кожаная часть, была тоненькой. Она легче прошивается. Вот возьмите красненькую, фиолетовая пожестче. Фиолетовая пожестче. Давайте красненькую, такой. да. Берем изнаночную сторону, у нас есть шаблоны в виде картона, накладываем на нашу мездру и обводим ручкой, именно ручкой, карандашом видно не будет. Вырезаем кружочек. То есть плотненько вот да, так вот. плотно Это обводим. очень просто. Да, совершенно верно. А шкурка такая, знаете, она очень такая мягонькая, такая нежная. С хорошей выделкой, с хорошим окрасом, не линяет, А ничего. как вы делаете? Мы приобретаем уже Сами? готовое сырье. Готовое. Уже готовое сырье. И И красит наша вот фабрика Сахабулт, они там и красят, и сами выделывают, и окрашивают, и вот мы приобретаем. То есть вы уже приобретаете сырье, и они нам очень хорошо. уже в таком виде. Сотрудничаем с ними, они нам очень хорошо в этом деле помогают. Вырезаем, ни в коем случае не используем ножницы. Вырезаем все либо скальпелем, либо обычным канцелярским ножом. Я покажу. То есть нажимаем и аккуратно режем только мездру. Мездра – это вот кожа. Тем самым мех у нас не повреждается. Он не будет топорщиться как-то, да? Не будет обрезан. То есть какой-то. контур у нас меховой останется целым. Вот излишки мы убираем. То есть по кругу, вот попробуйте сами по кругу при помощи скальпеля. Не надо добиваться идеальной, просто идеальной линии. Она может быть немножко такая рваная, ломаная. Ничего страшного в этом нет. Попробуйте сами. Вот скажите, у нас же якутское шитье, да, вообще-то, и вообще все народы, которые проживают в нашем регионе, они все так или иначе связаны с работой по меху. Как-то исторически так сложилось, да, что мы все родом из деревни, и, естественно, у всех есть... Ой, у меня вот не получается.
У всех есть, Получается. у всех есть охотники в роду, да, добытчики. И всегда в доме мех, обязательно там бабушка шьет там, ну и так далее. А вот в чем нужда вот нашего колледжа, и вот вы выпускаете технологов, дизайнеров, да, ваши студенты, чему они обучаются? Вот чего они не знают? Бабушка ведь им все показала, как кроить, как шить, как работать с Нет, мехом. сейчас же современные материалы используются. Если раньше у нас бабушки сами выделывали мех, то есть папа, дедушка добыл что-то, да, бабушки, мамы выделывали этот мех и вручную что-то там резали, кроили, отшивали. Сейчас же можно уже приобрести готовое сырье, вот выделанное, покрашенное, с хорошей выделкой, да, и на современном оборудовании, на современных машинах уже не вручную, а при помощи скорняжных машин соединять детали одежды. У нас помимо меховщиков мы же готовим еще и швейников, модельеры, конструкторы швейных изделий. Но мы можем создавать коллекции, в которых у нас есть изделия из меха, из ткани, из трикотажа, сочетание различных материалов. Получаются очень интересные модели в этно-стиле, с учетом особенностей нашей вот национальной якутской культуры. Мы, конечно, поддерживаем. Ну и потом это все-таки у нас же наш холода, бренд, да, и наши потом- холода, наша национальная культура, наши узоры, орнаменты. Мы это все стараемся все-таки не только повторить, но и что-то внести свое новое, современное. То есть вот получается культура, она не должна стоять на месте, да, а должно все привноситься вот что-то новое. С Именно использованием со нового звучанием сырья, нового времени. материалов, оборудования. То есть процесс создания одежды, любой одежды, оно ускоряется. Или вручную мы это шьем, да. или на машинке. То есть технологии меняются. Нужно идти в ногу со временем. А сколько примерно, допустим, вот занимает по времени вот изготовление вот такой прекрасной шубы? Вы знаете, это длительный процесс. То есть процесс создания модели начинается с чего? С эскиза. С эскиза, да. С эскиза, да. Создается эскиз, Ой, художественный. смотрите, я такая мастерица, конечно. Получилось. Получилось. Ну, если я буду заниматься этим с утра до вечера, я думаю, научусь. Так. Итак, продолжим с шитьем, а потом я вам расскажу. Берем наш вырезанный кружочек, лишний мех можно убрать, чтобы он нам не мешал, да, не осыпался. И берем нитку с достаточно прочной, иголку с достаточно прочной ниткой. Завязываем узелок и первый стежок делаем таким образом. Мех удерживаем, чтобы он нам не мешал, делаем прокол и обязательно узелок фиксируем вот такую вот петельку. Прокалываем, вот зафиксировали, вот. Все, не убежит. И теперь косыми стежками по периметру нашего кружочка делаем. Но не просто прошиваем, а мы еще и подтягиваем нитку для того, чтобы создать вот из такой плоской формы вот такую немножко вогнутую. То есть мы стягиваем с каждым стежком, немножко подтягиваем. Попробуйте. Понятно. Да, ну тут дело не хитрое. Итак, продолжим. То есть процесс создания модели начинается с эскиза. Выполняется художественный эскиз в цвете. Я прошу прощения, вот насколько нужно прям вот плотненько? Нет, я имею в виду почаще. 0,5-0,7. 0,5-0,7. да. В какую сторону должны стежки смотреть? По В ту ходу сторону? Да. 0,5-0,7. Слишком часто делать не надо, редко тоже. 0,5-0,7. Все поняла. 0,7, да. После создания художественного эскиза делается так называемый технический эскиз. То есть на техническом эскизе прямо на фигуре прорисовываются пропорции модели. Уже определяется длина, ширина, объемы, на каком уровне у нас находится подрез, кокетка, карман, величина воротника, объем рукава и так далее. Когда уже конструктор уже понимает, с чего ему нужно начинать создавать модель, начинается подбор материала, выбор материала. Либо
Тканевый подтягиваем еще. И Подтягиваем. еще потуже подтягиваем, чтобы оно сомкнулось, как тюльпанчик. Подбирают материал. Если меховое изделие, мех. Мех по длине ворса, по плотности ворса, по цвету. Если ткань, опять же, ткань какая? Трикотаж. А шубу можно, например, сшить какую-то, кролик, он такой мягонький, такой нежный, и даже состриженный, да? Да, стриженный кролик, вот этот стриженный кролик. Состриженный. То есть можно любую абсолютно модель. Абсолютно. Как летящий, там какой-то расклешенный, да. Мех используем любой, крашеный, стриженный. Можем делать вставки из кожи. Тогда модель, вот, например, вот из кусочков, просто из кусочков меха создана. Да? Если та модель, то она выполнена в технике аппликации. То есть на полотне, меховом полотне вырезается форма буквы, и точно такая же буква вырезается из другого меха. А нарисовать или там как-то трафаретом как-то вот покрасить? Нет. Мы делаем именно в такой технике. И вот заполняем вырезанный участок, заполняем вырезанным из нового меха по контуру. Есть у нас скорняжные машины, которые все это легко соединяют. Это, конечно, тонкая, кропотливая работа, но и результат Можно интересный. сказать, ювелирная. Да. Результат очень интересный получается. Да, необычный результат. Швейники конечно. используют разные виды материала, то есть сочетание меха, ткани, сукно, шелк, трикотаж, органза. Тоже получаются очень интересные модели. И в последние годы мы стараемся создавать коллекции. То есть если у нас на базе 11 классов средней школы студенты учатся 3 года, после 9 класса учатся 4 года, результатом их обучения у нас являются коллекции, дипломные коллекции. То есть, может быть... А что входит в коллекцию? В коллекцию, смотря какая... Десяток шуб? Нет, не десяток, конечно. сколько? 5-6 моделей выполняет. Один Именно человек... верхней одежды, шубы? Совсем Или- не обязательно. Да. Если меховщики, они, конечно, работают с мехом, и у них меховые изделия. Вот в данном случае шубки, шапки, Может, какие-то сумочки, да? сумочки, аксессуары какие-то они выполняют. Если швейники, то у них Унты тогда... какие-нибудь? Унты нет, мы, к сожалению, обувью не занимаемся. То есть это уже отдельный вид. Это тоже целое работы, большое да, такое да, направление. да. Вот. А швейники выполняют очень интересные коллекции. А принимают вот участие в интересно, конкурсах. девушки, они на себя делают вот эти вот модели изготавливают? Они выполняют на Шить, типовую фигуру, на стандартную Ну, фигуру. стандартную это как? 90, 60, 90? Нет, у нас есть типовые размерные признаки. Можно и на 60 размер выбрать размерные признаки на типовую фигуру. Эта типовая Можно фигура может быть любого размера, То есть это совершенно и миниатюрная, ну и Нет, немножко от такая. 42 размера по 60, любая типовая, на 50 могут. А скажите, вот вы как преподаватель, как дизайнер, как технолог, легче работать все-таки вот с такими вот кусочками, допустим, да, ведь их, это же, ну здесь прям просто вот... Полотно получилось, Да, полотно да. получилось, и очень такой долгий процесс. Или работать лучше с цельными шкурками, с цельным мехом? Ну, не раскраивая. с изделием из лоскутков работать интересно. Результат-то, видите, Но какой тяжелее, получается? наверное, да? Конечно, это сложнее, Трудоемко нежели работать. с цельным полотном работать. Потом работать с новым мехом тоже значительно проще, нежели работать с мехом, который был в употреблении. Там где-то износы, где-то потертости. Это все нужно обойти при раскрое, учесть вот эти вот дефекты какие-то Ну, то есть, незначительные. допустим, вот хозяйка, ну, мы все ходим в норке, да, что уж там говорить, да, поскольку зима у нас суровая, холодная, но девушки предпочитают норковые шубы, конечно, они красивые, потому что, но норка бывает не всегда качественная, то есть, допустим, сколько может норковая шубка, ну, вообще по правилам, скажем, относиться по сезонам? Ну, вам- такого среднего нет, качества. Вам никто не скажет. Никто? Никто не скажет. Зависит от условий эксплуатации.
Одно дело, вы одели и вышли без театр. автобусов, да, в театр, вечерний выход. А другое дело, что вы с утра до вечера в машине, на автобусе. Одно дело, да. Потом после сезона, зимнего сезона, кто-то просто зачехлил и убрал шубу, а кто-то ведь ее почистил. Нет, кто-то ведь ее почистил. То есть мех требует ухода. Как любая одежда, обувь, неважно, одежда требует ухода. Нужно вовремя чистить, вовремя правильно хранить. Не в свернутом виде где-то на антресолях, да? Помыть, почистить, зачехлить и убрать на хранение. Но шубки же не моют. Почему? Почему? Чем? Чистят, но не водой, специальным раствором, составом. Я свои шубы мою. Вы сами Сама, вымываете? да. А можете рассказать очень, скажем так, вот, поделиться секретом? Потому что сейчас наступает пора, как раз мы будем заниматься вот этим делом. То есть свои шубки до следующего Много сезона. лет назад я совершенно случайно где-то прочитала способ чистки меха. Решила попробовать сначала на шапке норковой. Думаю, шапка Да. не страшно. Не страшно, и Шубку не жалко. жалко, а шапку не Конечно, страшно. да. И там была рекомендация такая: 1 часть спирта, 1 часть воды и 1 часть уксуса 9%. Все вот развела в мисочке, взяла марлечку, либо какую-то, сейчас очень Щеточку? много, не щеточку, вот именно ткань нужна. Сейчас очень Из много. фибры? Да, вот хотела вам Микрофибра. предложить. Да, микрофибра. Сейчас очень много этих тканей для уборки. Сейчас есть даже специальные ткани для чистки меха. Можно найти при желании, все это есть. Смочила, можно вот шапочку. Смочила тряпочку, да, одела шапочку, и вот таким вот образом я ее всю помыла. Тряпочку сполоснула и еще раз прошлась. Но не так, чтобы с нее капало, а слегка помыла весь мех. Да. А потом? Все, дала ей высохнуть. А высохнуть как? Можно вот шапочку, просто например, одеть на на кастрюльку, какую-то- на банку. Ну, чтобы она не села. Нет, она и не сядет. Вы мездру не промачиваете, вы моете только мех. На банку, на кастрюлю, на что-то вы одели, мех полностью высох, причесали его и храните. Хранить нужно желательно тоже вот на какой-то колодке, в коробке, чтобы опять же не на антресоли, в пакете в каком-нибудь, так, чтобы ваш головной убор форму не потерял. Тогда оно вам будет долго служить. А какие вот средства антимольные там, против моли? Лучше вот типа лаванды, что-нибудь такое. Жидкое я не рекомендую, а вот такие сухие. У меня как-то не было проблем. Опять же, если мех чистый, моли он не интересен. Вот если грязный мех, оказывается, тогда моль с удовольствием его жует. Вот как. А унты можно таким же образом помыть, почистить? Вот я, откровенно говоря, не пробовала мыть, наверное, можно. Я стараюсь, когда зима заканчивается, выехать куда-нибудь на дачу, где много снега, и просто по снегу побродить, чтобы она вот таким вот прямо глубоко в чистый снег походить. Потом снимаю, убираю, просушиваю и в коробках на антресоле. То есть вот таким образом. Вот таким образом. То есть грязная обувь хранению не подлежит. Обувь, мех, одежда и так далее. А вот то, что вы рассказали, именно для чистки какого меха? Только норка или любого? Допустим, бобр, лиса. Я бобра так мою, норку так мою, андатровая шуба была. А мутон? Мутон как-то... давно уже не носим мутон. Я думаю, а почему вот так не любят мутон в последнее время? Тяжеловат, жестковат. Но сейчас же такие технологии, как-то ведь шкурка такая легкая. Потом, может быть, вы знаете, наши северные условия. То есть, мутон сейчас, как вы говорите, современный, он очень тоненький. А у нас вот это межсезонье, когда мы его можем носить, очень короткое. У нас же самые холода, мы носим меха длинноворсовые, енот, бобровые шубки носим, да? А норка к кому относится? Она норка может спасти она не зимний мех. 50. Для нас нет. Для наших условий нет. Она, конечно, нарядная, красивая, но опять же до 35.
А После могут 35 наши дамы, холодно. например, все-таки надевать норочку, когда, ну, более-менее тепло, скажем, 35 для нас Да, да, это тепло. приемлемое тепло, да. А, допустим, в такие очень сильные холода тулуп какой-то мутоновый. Ну, шубку Ну, сейчас не мутоновую. носят. Не носят. Не носят. Это не модно или что? Ну, скорее всего, не модно. И вы знаете, сейчас, наверное, все-таки удобнее ходить в вот этих современных пуховиках. Они легче и они теплее. Даже вот так вот, да? Как интересно. Ну что, смотрите, Да, хорошо. Вера Александровна, вот я как-то вот все попыталась. Хорошо, вы попытались. Теперь у нас получилось из плоской формы, получился вот такой вот немножко вогнутый вариант нашего этого. Мы вовнутрь вкладываем кружочек из картона. Для чего? Для того, чтобы он нам задал форму. И еще раз дополнительно подтягиваем, насколько это возможно. Если не подтягивается, но у вас достаточно хорошо скреплено, мы делаем несколько проколов хаотичных, ну как звездочку, снежинку в одном направлении, в другом направлении. Тем самым мы закрываем вот это отверстие, видите, хаотично. Прошиваем, 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 прошиваем. Вот. Это несложно. Я еще раз говорю, это работа для начинающего рукодельника. Любой ребенок справится, человек с плохим зрением справится. То есть это вот, то есть бабушка может сидеть и для любимых внуков делать такие вот хорошенькие. То есть это может быть даже и не брошь, а я вот Это подумала, все что угодно. может быть, это может быть, там, допустим, украшение на головной убор, на шапочку, да? Вот эти вот 4 брошки я внучке одолжила. Бабушка ей сделала, подарила. То есть она на худи, на толстовку одевает, да? Можно на шапочку закрепить. Можно сумочку На украсить. сумочку украсить. У нас дамы делают для себя. На деловой пиджак, на лацкан делового пиджака вот такая вот мелочь, да, она очень хорошо украшает. Очень хорошо украшает наши изделия. Все, зашили, узелок закрепили, обрезали. Обрезали ниточку. Следующее, что мы делаем, мы берем заготовку для броши, основание для броши, вот у нас такое. И на фетре, на маленьком кусочке фетре обводим эту заготовочку при помощи, опять же, ручки. Карандаш у нас видно не будет. При помощи ручки мы обвели. То есть изготовление броши, вот они буквально из бросовых, скажем так, Совершенно верно. материалов. Из отходов производства, из отходов. То есть мы, как швейники, выбросить нам жалко. Жалко, конечно. А теперь берем ножницы и вырезаем аккуратненько по периметру, но только не по внешнему краю, а по внутреннему. То есть диаметр мы чуть уменьшаем для того, чтобы наш кусочек фетра поместился в углубление нашей застежки. То есть тут тоже, клеим. да, тут То такие есть такие тонкости, хитрости, Ой, ну мастерства. видите, да. Они как бы Вроде мелочь, и не не сложно, хитрые, но это вот такие. это приходит с годами, Да. да? Кто-то, может быть, я бы не в жизни догадалась. Какая вот я блондинка. Так, вот. Так, и примеряем. Если кружочек у нас выступает, то есть это не есть хорошо, мы его подрезаем, корректируем нашу форму. Для чего мы это делаем? Можно, конечно, смазать нашу поверхность металлическую клеем. Клей рукодельницы используют момент кристалл. Почему момент кристалл? Он прозрачный. И если вдруг не так приклеил, его всегда можно легко оторвать, следов практически не остается, желтых там пятен каких-либо. Поэтому используем момент кристалл. Но если мы смажем поверхность металлическую и мех приклеим, не факт, что это будет держаться. То можно потерять. Можно потерять. В какой-то ответственный Поэтому момент. что мы делаем? Мы смазываем поверхность клеем. На мероприятии где-нибудь раз. Да, и остался с одной застежкой на будет лацкане. конфуз, Тоже не есть хорошо. Смазали, приклеили наш фетр. Обязательно прижать, удержать хорошо. Хорошо приклеится. И вот обратите внимание, с изнаночной стороны на нашей застежке есть такие два отверстия. Так. Два отверстия, видите, да? Теперь мы берем нитку с иголкой и через эти два отверстия наш фетр пришиваем. Держите. Так, и пришить нужно. Пришиваем как пуговку. Буквально 2-3 стежка, много не надо.
2-3 стежка. То есть мы еще не только приклеили, но еще Да, и мы прошили. зафиксировали, то есть фетр удерживается, мы еще схитрили, еще ниточкой это все закрепили. Ну, то есть, чтобы вообще было качество прям Качество, на века. да, и будет носиться. Так, и Все со стороны фетра оставляете иголку, да, со стороны фетра. То есть вот лицевая сторона у нас чистая. Вот здесь вы завязываете узелок, ниточку мы обрезаем. Все, фетр у нас зафиксирован. Теперь что мы делаем? Теперь мы фетр промазываем клеем. Что-то слишком много. Вот так вот. Промазываем клеем. действительно он прозрачный. Да, он прозрачный. Момент кристалл. Момент кристалла. Берем на вооружение. Находим изнаночную сторону нашего мехового шарика вот этого и прижимаем к фетру. И вот теперь ворсовая поверхность фетра и меховая поверхность нашего шарика, они проклеются. И вот когда прижимаем, нужно достаточно хорошо это все удержать. Все до полного высыхания клей высыхает у нас за 24 часа. Все, можем. И то есть уже вот можем вот так вот. 24 часа высыхает. Полностью высыхает. То есть вы уже можете носить, но окончательно высохнет через 24 часа. Ну, немножко не могу состегнуть. Давайте я попробую. То есть абсолютно вот такую вот брошь можно изготовить. Ой, как красиво. Буквально 10 минут. Буквально 10 минут. Буквально 10 Пожалуйста. минут, да. Очень То есть это красиво. может быть и как сувенирная продукция, это может быть подарок кому-то такой. Это вот опять же с детками можно провести мастер-класс любой. Учить рукоделию детей нужно? Нужно. Вот таким вот образом, нехитрым образом можно с детьми заниматься. Да, то есть Опять можно- же, мы используем, специально не идем в магазин. Вот у нас остатки фетра, остатки меха. По материалам это совсем минимум. Нитки, иголки, ножницы, резак. Все. И, А пожалуйста, вот готово. еще у вас такие Да. замечательные. Еще мы из отходов швейного производства вот выпускаем, изготавливаем с девочками на предмете декоративно-прикладное творчество вот такие броши. Тут уже мы используем... Давайте я вам покажу. Тут мы используем тоже ткани, бусинки, бисер. Фетр, то есть все, что Фетр, всё, да, что угодно, и опять же, это совсем не затратно. Мы используем отходы швейного производства. Но я считаю, что такие работы учат девочек-модельеров, дизайнеров творчеству. Подборка материалов, пропорции, украшения какие-то. Мы не делаем работы по шаблону. Работы все индивидуальные. И то есть вот, допустим, вот здесь вот использованы это кусочки. Это шнур, замшевый шнур, бисер, пуговки, бусинки, немножко хлопчатобумажной ткани, фетр, немножко утеплитель, вот голова, там синтепон, видимо. Ну, то есть немножко, чтобы тоже форму. Да, чтобы придать, да? объем, чтобы А объем вот это получился. фетр, да? Это все волосы? фетр, да. Ой, как красиво. А сверху просто рисуночек, да? Вот глазки. Глазки это вышивка. Или это вышивка? А, это вышивка вышивка нитками, да. Глазки, Даже губки вышивка. и так далее. Ой, очень красиво. То есть такие брошечки миленькие. Но это тоже броши. Это тоже броши, да. Очень красиво. Ну, можно То есть особо они даже и не нужно, опять-таки, каких-то там сверх Нет, умений. совершенно верно. Это все ручная работа. Тут нет ни одной строчки, выполненной на машинке. Это все выполнено вручную. Тоже использовали клей момент кристалл, где-то что-то, а в основном вручные стежки, строчки. То есть, не имея швейного оборудования, можно выполнять вот такие вот интересные работы. Вера Александровна, большое огромное спасибо за такой замечательный мастер-класс. Вы показали, как можно жить интересно и здорово, и провести с пользой какой-то вечер, который освободился, допустим, со своими детьми, или же самой как-то, да, вот ты сидишь, грустишь, а давай-ка займемся лучше рукоделием. И можно создать вот такие маленькие шедевры своими руками. Ну что, попробуем?